Время главного на национальном. Расскажем о наиболее важных новостях по мнению нашей редакции и зададим вопросы гостям в студии. Госдума приняла закон, согласно которому потомки ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и инвалидов-чернобыльцев смогут получить пособие, если оба или один из их родителей страдают болезнями, связанными с этой деятельностью. Правительство предложило внести изменения в закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Поправки разработаны на основе постановления Конституционного суда, который признал действующие правила неопределенными и отрицательно влияющими на возможность реализовать право людей на получение выплат. Как указано в пояснительной записке, сейчас выплаты могут получить дети первого и последующего поколения пострадавших граждан. Из-за этого на практике к людям, которые находятся в одинаковых условиях, может быть применен разный подход при решении вопроса о назначении соответствующего пособия. Законопроектом предлагается устранить эту проблему, установив единый подход к назначению внукам ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС ежемесячные денежные выплаты. Такое право будет возникать только у тех детей, чьи родители страдают болезнями после радиоактивного облучения или из-за его генетических последствий. В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об активизации эпидемического процесса по этим инфекциям сообщается на сайте Федеральной службы. Отмечается растущая активность вирусов гриппа А и Б. При этом варианты некоторых штаммов отличаются от тех, которые циркулировали в прошлом сезоне. Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, предупредили в Роспотребнадзоре. Что касается COVID-19, то заболеваемость коронавирусом растет в 20 регионах, отметили в Федеральной службе, подчеркнув, что в Москве заболеваемость выросла более чем на 30%. Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, что также вызывает опасения, говорится в сообщении. При этом в стране зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами штаммов омикрон и цербер, которые отличаются повышенной скоростью передачи от человека к человеку. Россияне в последний год стали более ответственно относиться к своему здоровью, в частности, уделять внимание ранней диагностике заболеваний, свидетельствует статистика СПАО «Ингосстрах». За 9 месяцев 2022 года раннюю диагностику заболеваний прошли на 60% больше застрахованных по корпоративным договорам, чем за тот же период прошлого года. При этом женщины более внимательны к своему здоровью. Среди прошедших диагностику женщин почти в 2 раза больше, чем мужчин, сообщает страховщик. Наиболее активно пользуются возможностью пройти обследование работники возрастных категорий от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет. На их долю приходится по 34% от общего числа прошедших раннюю диагностику. При этом, по данным Ингостраха, ответственнее всего к своему здоровью относятся сотрудники финансовой сферы и страхования. Их доля в числе прошедших обследований составляет 65%. В топ-3 вошли также работники обрабатывающих отраслей и занятые в научно-технической сфере. Лида, отмечается, что в некоторых регионах именно благодаря диспансеризации удалось продлить жизнь многим людям по статистике. Относится ли это в том числе и к нашей республике? И вообще в целом, как вот эти профилактические меры себя показали, насколько эффективно за все эти последние годы? Последний год, если взять последний год, хочу отметить, что действительно народ начал более активно проходить диспансеризацию, профосмотры. Диспансерное наблюдение проводится с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, с целью проведения лечебных и реабилитационных мероприятий на ранних стадиях и дальнейшего профосмотра уже по месту жительства у врача-терапевта. Что входит в диспансеризацию 2022? Вообще диспансеризация включает в себя 2 этапа. Первый этап — это осмотр терапевта, то есть это анкетирование, это антропометрия, это измерение давления, это анализ крови на содержание общего количества холестерина, это анализ крови на содержание глюкозы в крови, обязательно натощак сдается, это электрокардиография, которая проводится ежегодно.
всем тем, кто проходит первично, а дальше уже с 35 лет. Ко второму этапу диспансеризации относятся люди, которые относятся к группе риска. Пациенты проходят эхокардиографию, это КТ органов грудной клетки и дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей. Вы сказали, что для анализа берется и кровь, там, холестерин, глюкоза и так далее. Давайте расскажем нашей аудитории, да в принципе и мне, которая, честно говоря, в целом не в курсе, как это все происходит. Пациенту, чтобы пройти данные все исследования, ему нужно подойти по месту жительства к участковому врачу в поликлинику или в амбулаторию, где терапевт дает направление на все данные исследования. Пациент может пройти это все за один день. Вместе с получением результата это максимум 2-3 дня. Ну, до конца года осталось всего 1,5 месяца, и вы можете сделать такой промежуточные итоги, подвести. Сколько человек в процентах прошло диспансеризацию в этом году, и соответствуют ли эти показатели тому плану, что вы строили в начале года? Так, по результатам проверок наших по ЛПУ Республики Ингушетия могу сказать, что выше 90% все пациенты, которые должны были по плану пройти, у нас прошли. Статистика Ингосстрах говорит о том, что граждане России начали очень внимательно относиться к своему здоровью. Относится ли это к нашей республике? Отрадно отметить, что за последний год, все-таки наш народ, наши пациенты начали все чаще приходить в ЛПУ, проходить данную диспансеризацию, углубленную диспансеризацию и профосмотры. Углубленная диспансеризация очень важна. Хотелось бы отметить, что это очень важно. Это тот вид диспансеризации, который проходят именно люди, которые переболели ковидом. Как мы знаем, у большинства больных отмечается постковидный синдром, что включает в себя какие-то определенные поражения разных систем организма. Со стороны органов дыхания это дыхательная недостаточность, со стороны сердечно-сосудистой системы это могут быть тромбоэмболия. На днях Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости ОРВИ. Давайте дадим несколько советов тем, кто бережно относится к своему здоровью, как избежать простудных заболеваний. Я скажу о неспецифической профилактике. За специфической они обратятся, пациенты обратятся по месту жительства к врачу. В первую очередь это личная гигиена. То есть, как мы знаем, через грязные руки передаются очень многие инфекции. Второе – это промывать нос. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что выступила с инициативой о выделении веерного пособия на Новый год для семей тех детей, которые не получили универсальное пособие. Мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это веерное пособие, мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере 5000 рублей выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по 5000 рублей на новогодние праздники. Напомню, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января следующего года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина «универсальное». Введение единой школьной формы в России – нерешенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения тема поднималась в том числе родителями школьников, сообщила РИА Новости замминистра просвещения России Татьяна Васильева. Но вы знаете, скорее это не планы. Это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями. Поднимался спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным. Поэтому это перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов
на правительственном часе в Государственной Думе заявил о необходимости введения в России единой школьной формы. Это требует широкого обсуждения, в том числе в вопросе финансирования. Можно предусмотреть аналог пушкинской карты на покупку формы для учащихся, заявил РИА Новости первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин. Возможно, стоит предусмотреть аналог пушкинской карты, но только для покупки школьной формы. На карту бы зачислялись деньги в начале августа, а далее родители могли бы ее приобрести. Гулин подчеркнул, что введение единой школьной формы в образовательных учреждениях требует широкого обсуждения с родительским сообществом и самими школьниками, и выразил уверенность, что при реализации инициативы покупка формы должна финансироваться из федерального и регионального бюджетов. Сельхозугодья Малгобекского района страдают от небывалого нашествия мышей. По мнению экспертов, это вторжение связано с теплой зимой. Травить их затруднительно. По всем сельхозугодьям раскидана отравленная приманка, но мыши ее не едят, потому что им вполне хватает малгобекских посевов. Лида, какова ситуация с нашествием грызунов на сегодняшний день? Мы ежегодно оказываем государственные услуги в соответствии с законом государственным. И мы должны непосредственно отдел защиты растений в течение вегетационного периода мы должны провести фитосанитарный мониторинг с нарастающим итогом на 180 тысяч гектаров. И в ходе таких обследований еще с прошлого года мы давали долгосрочный прогноз на многие вредители болезней основных культур, сельскохозяйственных культур. Также и по мышевидным грызунам нами дан был прогноз. И в этом году мы давали краткосрочные прогнозы, что такая ситуация возможна, что идет массовое заселение мышевидных грызунов на пастбищах, постепенный переход на озимые колосовые культуры. На сегодняшний день у нас были совместные обследования с Минсельхозом. Экономический порог вредоносности превышает численность вредителей, и необходимо принимать срочные меры по борьбе с данным вредителем. Вы сказали, мы предупреждали. Да. Какие меры были после этого приняты? Или их не было вообще? Ну, мы же в прошлом году прогноз еще давали с осени на этот год. То прогноз дается для того, чтобы хотя бы принять хотя бы организационные меры борьбы принять, какие-то свои финансовые вопросы решить. То, конечно, некоторые сельхозпроизводители бывают к этому готовы. По некоторым причинам, по финансовой обеспеченности невозможно быть готовым ко всему. Но в данное время на некоторых площадях, где превышает экономический порог вредоносности, сельхозпроизводители своими силами проводят меры борьбы. Они закупают приманки, разбрасывают их, борются как могут. Но знаете, у нас в республике такой масштаб, что в одиночку, мне кажется, такую проблему невозможно решить. Например, сельхозпроизводители, они ограничены своей территорией, а у нас еще пастбище. А пастбище должна обрабатывать, наверное, хозяева юридически, кому они принадлежат, эти поля. То тут же должны бороться не только, но и частный сектор. Там же тоже вредитель-то границ не имеет. Это надо повсеместно, комплексно всем принимать меры борьбы. И задействовать всех нужно, не только сельхозпроизводителей. Пока эта проблема только в Малгобекском, да, районе? Да, я бы не сказала, только Малгобекский район. Масштаб у нас охвачен и Сунжинский район, Малгобекский район, и на пастбищах Джайрасского района такая ситуация у нас. Вы сказали, срочно нужно принимать меры. Какие? Что надо делать? Ну, в данной ситуации меры борьбы – это только биологические меры борьбы и химические меры борьбы, разбрасывание приманок. В данной ситуации у нас в филиале Россельхозцентр мы имеем возможность реализовать приманки. У нас цена низкая, руководитель принял такое решение, что при сложившейся ситуации как-то хоть пойти навстречу, помочь сельхозпроизводителям, и по цене 80 рублей за килограмм. Это ниже себестоимости, таких цен не найдете. Даже если закупать с других регионов, то минимум доходит до 300 рублей за килограмм приманок. Но в СМИ писали о том, что Министерство сельского хозяйства говорит, что этих денег в бюджете не предусмотрено. Что будет, если мы не найдем финансы на решение этих проблем?
Мы потеряем озимые посевы, и в дальнейшем, если погодные условия будут благоприятные, на следующий год, то мы и яровые культуры можем потерять какой-то процент, иное количество. А фермеры, ну и вы тоже впервые с этим сталкиваетесь? Да нет, почему? У нас вредительная сельхозкультура присутствует, только вот, да, но присутствуют вредители, всегда они были, есть и будут. Просто весь вопрос, в каком количестве они у нас будут присутствовать. На массовую заселенность любого вредителя же способствует и погодно-климатические условия, и кормовая база, и технологии, которые мы применяем, соблюдаем ли севооборот, какие мы защитные меры принимаем, какие агротехнические меры принимаем. Даже если мы меняем какую-то культуру, у нас же меняется видовый состав любого вредителя. Все смотря какую технологию. Исходя из технологий меняется и численность, и видовый состав, и разнообразие любого патогена. Плюс еще добавки, если будет присутствовать погодно-климатические условия благоприятные для любого вредителя, вот и весь источник. Если мы не будем принимать меры, все будет сопутствовать к развитию и размножению. Смотрите, для борьбы с грызунами нужно использовать, как вы сказали, биологическое, скажем, оружие, да? То есть это химикаты. Да, это биологические препараты и химические. Да. Какими бы они ни были экологически чистыми, скажем так, есть ли риск того, что такой большой объем биологического оружия нанесет вред почве? Вот именно если мы будем применять биологические препараты, то они действуют избирательно только на мышей. Это было бы очень даже хорошо, если была бы у нас такая возможность, как-то она отрицательно на почву не действует. То есть точечные удары? Да, да. Если мы будем применять химические препараты, то целесообразнее было бы, если мы его применяли бы, разбрасывали бы не румами, не техникой, а вручную. Это, например, если мы берем поле, 10-15 человек на расстоянии 2-3 метра ложечкой, и в каждую нору где-то до 10 грамма, и притаптываем его. Тогда целенаправленно мыши только ели бы. А так есть вероятность, что и другие представители животных будут питаться этим кормом. То тут, конечно, будет отрицательно повлиять на животный мир. А как таково именно на почву я бы не сказала бы. Но вы изучали опыты других стран, например, Австралии, где вот несколько лет назад случилась такая же история, как они с этим боролись? И вообще строите ли вы совместно с другими соответствующими ведомствами какой-то план действий на вот ближайшее время? Но в свою очередь мы делаем все, что возможно, зависит от нас, непосредственно от отдела защиты растений. Мы ежегодно отсылаем долгосрочные прогнозы. Также у нас есть краткосрочные прогнозы, которые мы высылаем ежемесячно. Мы сигнализируем, рассылаем все рассылки у нас в Министерстве сельского хозяйства и сельхозпроизводителям. Описываем данную ситуацию, даем какие-либо рекомендации, что делать, какими препаратами работать. Обязательно пользуемся списком пестицидов, которые рекомендованы у нас в Российской Федерации. Даем консультации. Все, что от нас зависит, мы работаем, делаем, работаем с населением, кто нам приходит. Вот таким образом. У нас очень хорошо работает информационная часть. Ну, хорошо. Какое ведомство сейчас должно заниматься этим вопросом больше? Но я бы не сказала, вот именно это ведомство больше должно этим заниматься. Есть сельхозпроизводитель, есть у него земля, вот он должен больше беспокоиться, хозяин должен больше беспокоиться о своей территории. Но если он финансово не обеспечен, как-то есть там же большая часть, это финансовый вопрос, закупать на такое количество, иное количество нужно. Надо, наверное, на Минсельхоз выходить, на правительство выходить. И последующие годы нужно планировать, залаживать деньги, что если у нас будет такая ситуация, чтобы у нас как-то могли бы быстро обеспечить нужными приманками, нужными препаратами, чтобы быстро принять меры, чтобы бороться совместно, комплексно. У нас помимо земель сельхозпроизводителей, у нас же очень много лежат земель бесхозно, мы не знаем даже, что там хозяин.
У нас, наверное, очень плохо, когда человек думает, если это его земля, то она должна стоять, лежать и заросшая бурьяном. А это источник размножения любого патогена, любого вредителя. Наверное, тут как-то должен еще работать хорошо надзирающий орган, чтобы у нас не было таких источников, чтобы хорошо, чтобы занимались своей землей, чтобы культура земледелия у нас была бы. Так-то взаимосвязано все должны работать. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%. Спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда общественного мнения. Согласно опросу, 49% респондентов отметили, что их настроение тревожное, у 46% спокойное настроение, еще 5% затруднились ответом. При этом недели ранее, 6 ноября, тревожное настроение отмечали 59% респондентов. Опрос «Фомнибус» проводился с 11 по 13 ноября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Стат погрешности не превышает 3,6%. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Главное» и всего доброго.